Квиз – это интеллектуальная игра, где активно используется метод мозгового штурма. И в этот раз подростки выбрали викторину в шахматном аукционе. Шахматная академия уже второй раз проводит суперигру по решению задач. Механика довольно проста. Команда состоит из 2 или 3 шахматистов. Вначале каждый из них получает кредит дупли. Это такое сложное понятие, что не любой взрослый с ним знаком. В 2 словах, это вклад в банке, который какое-то время лежит на счету, и вы с него получаете прибыль. Вот только жаль, что это не настоящие деньги, а лишь игровые. Думаю, так бы я тоже поучаствовала в аукционе. Как действовала ваша команда? Мы сначала разбирали те или иные случаи, при которых можно поставить мат или угрожать королю, и выигрывали. Расскажи, какие у вас были вопросы? Вопросы были, как можно выиграть за белых или за черных, поставить мат и многое другое. Судья озвучивает стоимость шахматной задачи, и все делают соответствующую ставку. На протяжении 2 часов ребята соревнуются в умении решать задания с хитрыми многоходовыми вариантами разной сложности. После истекшего времени ведущий собирает бланк с ответом каждой команды. Деньги делятся между теми, кто верно ответил. Благодаря дуплям, которые похожи на настоящие деньги, ребята с юного возраста научатся правильно распоряжаться финансами и поймут, для того, чтобы заработать, нужно потрудиться. Расскажи о итогах игры. Мы заработали 13 500, а в итоге, изначально нам выдавали вроде бы 4 или 3 500, и то есть по итогам мы очень хорошо даже поднялись. Мы решили абсолютно все задачи, которые были, и на данный момент мы победители пока что. На аукционе собрались шахматисты не только из Уфы, но еще и из Благовещенска. Всего участвуют 10 составов. Побеждает тот, который заработал больше всего дуплей. А теперь самая интересная часть нашего сюжета. Объявляю тех, кто заслуживает аплодисментов. Бронза вручается команде Цейтнот. 2 место у ребят из Future Gym. Золото вырывают короли шахмат. Думаю, название их команды говорит само за себя. Команда младше тоже не отстают от конкурентов. Серебряную медаль получает команда «Орленок вперед». А золотом вознаграждаются бешеные обобусы. Но они еще и креативщики. Такое название. Подобные мероприятия позволяют расширить кругозор, а работа в команде помогает ребятам легче коммуницировать со своими ровесниками, что очень важно в современном мире. Дарья Шепелева, Рамазан Мусин специально для «Горы новостей».